А летом 1942 года, прорвав нашу оборону, немецкие войска вышли к Тереку. До Малгобека и Грозного оставались считанные километры. Имея на этом направлении пятикратное превосходство в танках, генерал фон Клейст планировал взять под контроль нефтеносные районы Чечен и Ингушетии в течение нескольких дней. Правда сказать, в то время у них силы было больше. Как бы ни говори, если у них силы больше не было, не приехали бы к нам. У них силы больше было. Но все равно наши ребята сильнее были. У них техник был мощный. Поэтому у них силы больше было. Из-за нехватки оружия и боеприпасов наше командование приказало заполнить оросительные каналы Малгобекской нефтью. В случае крайней необходимости их должны были поджечь, чтобы создать перед немецкими танками еще одну преграду. У нас была эта винтовка, одна винтовка была. У кого попадает, вот, значит, убитый, если его возьмешь, полуавтомат, автомат, если достанешь там, который убитый товарищи, ну, это находилось у тебя в руках. Тебя не спрашивал, откуда ты ее взял, где был, чего был, там ничего не спрашивал. То, что в твою руку попал, вот это твой. Держи себе время. Трагическая ситуация, сложившаяся на Кавказе летом 1942 года, была вызвана грубыми стратегическими просчетами Сталина. Он был уверен, что немцы вновь нанесут главный удар по Москве и потребовал отставки полного разгрома гитлеровских войск к концу 1942 года. Проведенные по его приказу наступательные операции под Харьковом и в Крыму закончились катастрофой. Почти 400 тысяч советских солдат попали в плен. Сотни тысяч погибли или пропали без вести. В результате уже к концу лета немецкие войска стояли у ворот Сталинграда и Грозного. Единственное, на что в этой ситуации могло рассчитывать советское руководство, были патриотизм и самопожертвование всех народов Советского Союза. Я одним доволен, что эти все нации, хотя они не русские, но они в Советском Союзе, у них тоже настрой был один – защищать Россию. Их много было, и со мной встречались, и некоторые были, все были настроены только на победу. Значит, у них есть своя родина, и они ее защищали. И я также защищал свою родину, и они. В Ингушетии все оборонительные укрепления были возведены вручную усилиями женщин, детей и стариков. На сооружении грандиозного противотанкового рва, который перекрыл немцам проход в Алхарчурскую долину, работало более 2000 колхозников Псидахского и Ачелукского районов. В это время тогда работал день и ночью. Тогда. И потом самолеты прилетели, прилетают так, бомбят. Все равно работали. Дальние бои, снаряды были, бомбят, стреляют. И мы работали. И до конца кончилось. В этой траншеи, когда кончилось, в эту сторону немец не прошел. В предвоенные и первые годы Великой Отечественной войны чеченские и ингушские народы направили на защиту Родины 27 500 человек. В первых числах сентября немцы начали массированное наступление на Малгобек. Под непрерывными ударами гитлеровской артиллерии и авиации город был в буквальном смысле стерт с лица земли. Горящая нефть превратила день в ночь. Однако за 20 суток ожесточенных боев немцам так и не удалось взять город. Советские солдаты стояли насмерть. Смерти не вспоминал тогда я лично. И так же это ребят не вспоминал. Смерти там умрет или живой. Когда вот я лично сам присутствовал, видел, вот отрывается ногу, руку. Ему нельзя было сказать, потому что мы говорили ему,
Что тебе надо? Ты живой остался еще? А ты же не умер. Лишь бы живой остался там. Больше, самое главное, что там было. А опасность войны. Каждый шаг опасно. Накануне немецкого наступления был получен приказ уничтожить все нефтяные скважины, чтобы они не достались врагу. Приказ был выполнен, но с одним исключением. Втайне от высокого начальства защитники Малгобека оставили одну действующую скважину для себя. В народе ее прозвали партизанкой. Партизанка согрела души наших бойцов. Она давала газ, они топили от этой скважины, топили печки, грелись, сушили портянки, и все. В конце сентября немцы перебросили под Малгобек элитную моторизованную дивизию СС «Викинг». С ее помощью они надеялись сломить сопротивление защитников города и прорваться к Грозному. 27 сентября гитлеровцы начали очередное наступление на город. По свидетельствам очевидцев, все склоны Терского хребта вокруг Малгобека были усеяны трупами наших и немецких солдат. Весь Терский хребет лежало как солома. Подводами собирали дети, женщины, старики, трупы собирали. Ну, очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет. В боях на Малгобекском оборонительном рубеже погибло 120 тысяч советских солдат и офицеров. По некоторым данным, Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. У его стен сражались воины практически всех национальностей Советского Союза. Жители окрестных сел помогали нашим солдатам, чем могли. Однажды я пошла в кухню. У нас кухня отдельно была. А в этом кухне у нас вот так палкой на палках висело сушеное мясо. Я захожу, вот так лежит 3 человека. Крови. Я посмотрела, вот так стояла. Дрова занесла, печку зажгла. Эту палку сняла оттуда. 10 килограммов вот это чугун у нас было. Полное мясо положила, зажгла, поставила, ушла. Я русский разговаривать не могла, потому что не умела. А я так все помню, все хорошо знаю. Сварила я это мясо, прошла. Она, миллионный подносик у нас была. Вытащили это мясо. Когда я им отдала это мясо, это все 3 мужчины заплакали. Как они это мясо ели? 5 октября 1942 года немцы были остановлены на восточной окраине Малгобека. До выхода в Алханчуртскую долину, откуда открывался путь на Грозный и Баку, оставался всего 1 километр. Но преодолеть его враг уже не смог. За боевыми порядками армии Клейста следовало 5000 инженеров и квалифицированных рабочих, которые должны были быстро наладить нефтедобычу из захваченных малгобекских скважин. Но, осмотрев их, они пришли к выводу, что сделать это невозможно. Все скважины были забиты камнями и уничтожены. Эта информация привела Гитлера в ярость, но он так и не получил ни 1 литра малгобекской нефти. В борьбе за овладение кавказской нефтью Гитлер возлагал особые надежды на разжигание сепаратистских настроений в национальных республиках СССР. В Берлине немецкими спецслужбами был создан ряд особых комитетов, в том числе и Северокавказский. В их задачу входила вербовка советских военнопленных и дезертиров в национальные легионы, распространение пропагандистской литературы и организация антисоветского подполья в тылу Красной Армии. С середины лета 1942 года немцы начали забрасывать в горные районы Чечен и Ингушетии специальные диверсионные группы под командованием своих офицеров. Эти группы состояли в основном из военнопленных горцев Северного Кавказа. Одна из первых таких групп была высажена в районе села Бережки, и командовал ею агент Абвера Губе. Главной их задачей был взрыв мостов и нарушение снабжения советских войск.